В русских шашках победитель стал известен досрочно. Шашист Матвей Нидбайло с Урала был фаворитом по итогам предыдущих дней в соревнованиях по русским шашкам. В этот раз его соперником стал якутянин Архан Титов. Первая партия закончилась победой лидера. Во второй Матвей оценил сложность борьбы с якутянином и, чтобы вывести игру в ничью, пожертвовал шашкой. Высчитанная тактика в конечном счете помогла ему одержать победу и досрочно стать чемпионом игр. Но расслабляться Матвей не планирует, и в пятницу придется играть свой финальный матч. Но я все равно хочу 100% набрать. Все равно буду играть на победу. У парней в международных шашках призеры еще неизвестны. В лидерах остается Марсель Шарафудинов из Башкортостана. Присоединился к нему и Валентин Иванов из команды Саха-1. У девушек лидер соревнований Вера Минина из Уральского региона встретилась с якутянкой Ириной Птицыной. Между ними развернулась игра Бодянского. Якутянка учла этот вариант и завела партию в ничью. Но этот итог не решил исход соревнований. И сейчас 12 очками Вера Минина делит первое место с другой якутянкой Тунарой Федоровой. Уральская шашистка окажется за одним столом с хозяйкой турнира Аленой Большаковой. А вот в стоклеточных шашках ничья между двумя якутянками стала фатальной. В конце финальной партии Юлиане Скрябиной неожиданно удалось свести в ничью игру с явным лидером турнира Ксенией Наховой. Конечно, расстроена. Я рассчитывала на выигрыш. Из-за этой ничьи, наверное, не стану победительницей игр. Но это еще открытый вопрос, хотя те же 9 баллов и у Кристины Осиповой из Башкортостана и Елены Кычкиной из команды Саха-1. Возвращаясь к сегодняшней партии, стоит отметить, что Юлиана Скрябина младше оппонентки на 5 лет и поддерживали юную шахматистку самые близкие люди. Наталья Дмитриева, Андрей Лазарев, Дети Азии, Якутск.